Единственный пункт проведения экзамена в городе Назрани организовали на базе средней школы номер 11. Для сдачи ЕГЭ здесь изначально было заявлено 105 участников. Однако по предварительным подсчетам около 40 из них отсутствуют. Задание по английскому языку открыли, как и положено, ровно в 10:00 по московскому времени. Учащиеся расположились в 14 аудиториях, половина из которых задействованы для подготовки к проведению экзамена. Здесь ребята заполняют бланки регистрации, а организаторы проводят краткий инструктаж. Здесь же они могут попросить литературу какую-нибудь, с которой им нужно ознакомиться. А уже в аудитории проведения они уже проходит сам экзамен, где каждый участник сидит за отдельным компьютером с наушниками. В то время как выпускники сдают устный экзамен по английскому языку, во дворе школы их ждут родные и близкие. Они, пожалуй, переживают не меньше самих участников единого государственного экзамена. Ближе к полудню порог учебного заведения переступают те, кто уже сдал ЕГЭ, в их числе и Милана Ханиева. Пока ее родители находятся за пределами республики, моральную помощь и поддержку ей оказывает любимая тетя. Очень волновались, хотя она готовилась. Сегодня устно, письменно она сдала была, но все равно волновались. Не знали, как там пройдет все. Хорошо. Она хорошо сдала, мы рады очень. Следом выходят и другие участники ЕГЭ. Кто-то, наконец, вздохнул с облегчением, поскольку самое трудное уже позади. Другие, напротив, все еще настроены решительно и расслабляться даже не думают. Хава Тунгоева, к примеру, планирует поступить в один из ведущих вузов Москвы и стать лингвистом. Сегодня она сдала 3-й по счету экзамен. Всего было 4 задания, и для меня этот экзамен был намного тяжелее, чем письменная часть, если честно. Потому что, когда ты сидишь, и ты знаешь, что идет время, и оно вот-вот кончается, то это очень сильно давит. Но я думаю, что мы все хорошо справились, потому что нас готовили хорошие учителя. И сам экзамен был не очень трудный, как по сравнению с тем, что нам встречались в КИМах. Между тем, за ходом и организацией единого государственного экзамена следят и гости из Рособорнадзора. Заместитель руководителя ведомства вместе с министром образования и науки республики осмотрели аудитории и коридоры школы. Нареканий относительно этого пункта проведения экзамена у них не возникло, а вот в целом по республике нарушения все же нашлись. Есть количество удаленных, к сожалению, ребят, которые все-таки, несмотря на всю работу, которую министерство в течение года провело, все-таки пытаются использовать мобильные телефоны, справочные средства, но картина стабильная. Большинство участников экзамена приходит сдавать экзамен честно, и в этом плане организация экзамена в Республике Ингушетия на очень высоком уровне. В первую очередь я хочу поблагодарить Анзора Ахмедовича за визит в Республику Ингушетия. Постоянное внимание, если даже хотите заботу Рособорнадзора, это для нас дорогого стоит. У нас все идет в штатном режиме, серьезных нареканий у нас нет, но все-таки мы и в дальнейшем готовы услышать и замечания, и консультации, и получить хорошую помощь от Рособорнадзора, за что вам большое-большое спасибо. ЕГЭ по английскому языку считается одним из самых объективных экзаменов. Из-за устной формы его проведения и ограниченности во времени у выпускников школ отсутствует какая-либо возможность пользоваться подсказками. Удалось ли при этом школьникам набрать необходимое количество баллов, станет ясно уже на днях. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24.